Так, сегодня мы начнем также в фотошопе. В прошлый раз мы рисовали первый экран. Давайте его откроем в фотошопе. Так. Так, демонстрацию включила, звук включила, все, да? Смотрите, в прошлый раз мы обрезали, да, лишние края, чтобы у нас был первый экран. Вот с этим инструментом, да, тут у нас есть рамка. Теперь, чтобы продолжить второй экран, опять же, мы заходим в этот инструмент и дорисовываем, да, холст, то есть добавляем, чтобы мы продолжили рисовать. Еще что можно сделать? Смотрите, чтобы нам в процессе работы не мешали эти направляющие, когда они вам не нужны, вы можете их скрыть. Для этого вы заходите на просмотр, вот где меню «Показать», выбираете направляющие и временно можете без них работать. Итак, у нас была Digital Studio, и вторым экраном, кажется, будет логично сделать портфолио, да, ну, то есть работы, кейсы, да, можем сказать. Ну, вы тоже делали, получается, для творческих людей, у них тоже вторым экраном шли у них их работы. Теперь давайте начнем. Чтобы сделать заголовок, мы помним, да, что на странице заголовок H1 должен быть один-единственный. И программирование, да, проходили, чтобы для поисковых систем это правильно будет. Чтобы сделать второй заголовок, нам нужен H2. Давайте его создадим с помощью этого же стиля H1, то есть скопируем его. Вы нажимаете на существующий стиль, текст, нажали. Теперь, чтобы скопировать, вы помните, что мы зажимаем Alt и тянем. Чтобы оно никуда не двигалось, мы зажимаем Alt плюс Shift. Зажали и тянем вниз. Видите, он уже сюда скопировался. Теперь, чтобы изменить, мы выделяем этот текст и меняем его параметры. Параметры мы менять уже умеем. 72 был для H1. Давайте для H2 сделаем 56, либо может 48. Сделаем 48 и посмотрим. Так, у нас здесь на темном фоне был белый текст, сделаем его черным. Окей. Так, и видим, что, в принципе, H2, в принципе, хороший размер. Теперь что мы делаем? Меняем текст, да? Делаем его, допустим, наши лучшие работы. И просто рамку уменьшаем. Нажимаем ОК. Теперь такой следующий шаг. Выделяете этот текст. Если он, допустим, стоит у вас не в середине, да, у нас композиция идет, видите, посередине, кнопка в середине. Вы нажимаете на Shift, нажимаете на Host Shift и нажимаете на Host и на текст. Либо в слоях с помощью Ctrl либо Command нажимаете на текст и Ctrl и фон. Мы выбрали два слоя, теперь их выравниваем относительно друг друга по центру. Мы выровняли. Теперь, чтобы поставить его по расстояниям, да, правильно, мы делаем следующее. Когда вы двигаете объекты, чтобы они никуда не съезжали, также вы зажимаете Shift и тянете его, то есть вверх либо вниз. И он ровно будет двигаться по оси, да, которую вы двигаете. Вот, мы прилипли его к баннеру, теперь измеряем, какое расстояние должно быть. Когда мы двигаем просто стрелкой вниз-вверх, она двигает на 1 пиксель, мы говорили с вами. Если зажимаем Shift и двигаем, он ровно на 10 пикселей двигает. Теперь
Расстояние между блоками должно быть 100-120 пикселей. Соответственно, мы шагаем 10 либо 12 раз, да? Вот 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. И видим, что немного узковато. Еще 20 пикселей добавляем. Раз, два. И так у нас вот тут расстояние 120 пикселей. Это важно. И в следующих блоках у нас должны быть везде одинаковое расстояние между блоками. Это будет смотреться целостно. И оно, если мы, например, сделали бы там 50-60 пикселей, оно бы смотрелось тесно. Поэтому есть такие оптимальные размеры. Так, заголовок создали. Теперь было бы хорошо к нему какой-нибудь дисклеймер, да, текст основной. И следим, чтобы наши текстовые стили так скажем, не было, чтобы много стилей. У нас вот есть H1, H2 у нас будет везде такой, и основной должен быть у нас, мы сейчас добавим, и он везде должен быть таким размером. Давайте какой-нибудь текст. Мы в прошлый раз брали вот разные студии, и чтобы у нас было там макет не просто там рыба-текст, да, а прям реальные студии возьмем и просто возьмем оттуда текст. Для учебной концепции это нормальная история. Вот создаем, вот этот текст возьмем, создаем дизайн интернет-проектов. Так, не хочет копироваться. Так. И выбираем, значит, в меню текст, чтобы выделить область, да, по которой он должен быть. Так, рисуем прямоугольник пока. И туда вставляем Ctrl-V. Теперь, соответственно, основной текст у нас не такой большой, да, весь текст выделяем и меняем параметры на 18 размер. Болт у нас не должен быть жирным, да, основной, помните, regular. И все. У нас там межстрочное расстояние стоит авто. Все, теперь видим, что первая строчка длинная, вторая короткая, да, и теперь уменьшаем просто ширину этой рамки таким образом. Смотрите, у нас висит предлог, да, мы помним, что предлоги не должны висеть вот тут. Переносим его на новую строку, просто уменьшив ширину. Вот таким образом. Теперь вот тут у нас пробел просто остался пустой, мы его удаляем, сюда ставим и удаляем. И уменьшаем по высоте. Все, окей. Теперь первый самый инструмент перемещения, да, мы его нажимаем, и мы можем с помощью перемещения передвигать наши объекты, удалять их и так далее. То есть основной инструмент при работе. Теперь его, соответственно, тоже ставим посередине. Мы помним, да, выбираем Ctrl, текст, который хотим выровнять, и фон. И выравниваем относительно холста. Дальше просто двигаем наверх. Сначала, чтобы оно прилипло к тексту, а потом считаем расстояние. От заголовка до текста должно быть где-то 40 либо 32. Вначале вы будете на глаз измерять, потом эти цифры, размеры просто запомните, да, что между блоками там 120, либо 80 иногда, а между текстами 32-40. Почему такие цифры? Потому что они все делятся на 8. Мы в вебе берем такие вот цифры. Итак, 10, 20, 30 и 2. 32, видите? И оптимальное расстояние, да, и удобно читать. Вот таким образом мы сегодня как раз-таки пройдем, да, на примере второго экрана такие вот приемы, да, как можем с расстояниями работать, потому что я вижу некоторые работы, и там, допустим, немного иногда прилипает, да, текст друг к другу, и это уже смотрится некрасиво, да, и таким образом мы улучшаем свой дизайн.
Теперь у нас будет галерея. Для этого мы берем прямоугольник. Сейчас нам как раз-таки потребуются направляющие. Здесь же показать и возвращаем направляющие. Мы выбрали прямоугольник и рисуем. Так, у нас 12 колонок, 12 на 3 делим по 4 колонки. Такие вот у нас будут прямоугольники. Теперь, чтобы каждый раз не рисовать, его просто перетаскиваем. Сначала убираем ему обводку и перетаскиваем его с Alt и Shift, чтобы он никуда не съезжал. Когда я зажму Alt и Shift, заметьте, курсор сейчас изменится на двойную. Это называется, мы его скопировать хотим. Так, стоп. Что-то не двигается. Угу. Секунду. Shift не работает. Ладно. Вот. Между прямоугольниками вышло 20, да? Мы помним, что у нас колонка, между колонками 20 пикселей, значит, он стоит ровно по сетке. Теперь, чтобы еще продублировать, мы просто выделяем эти 3 прямоугольника, также Shift и Alt, и просто перетаскиваем вниз. Вот он 2, да, выбрал. Вот. Видите, он 32 измерил. Так как у нас тут 20, и внизу должно быть 20, соответственно, мы наверх перемещаем на 10 плюс 2. 32 минус 12, 20. Теперь у нас везде одинаковое расстояние. Это тоже копируем. Обратите внимание вот на направляющие красные линии. Видите, оно вам подсказывает, что он стоит ровно. Если мы вот так будем ставить, оно не ровно. А вот так ровно. Видите, красные они вам подсказывают. Все, у нас есть галерея, и мы видим, что оно немного прилипло к тексту, потому что правила внутреннего и внешнего мы с вами обсуждали на первом-втором уроке, что вот, например, основной текст, оно относится к заголовку, соответственно, вот тут расстояние должно быть меньше, чем вот тут. Так мы даем понять, что основной текст относится к заголовку, а галерея чуть дальше должна быть. Также мы прилепляем и измеряем. Должно быть где-то 40-48. Да? Раз, два, 3, 4, 5, пускай будет 56. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Вот здесь вот 56 пикселей. Опять-таки 56 делится на 8. Вы просто запоминаете эти цифры: 8, 16, 24, 32, потом 40, 48, 56 и так далее. Теперь ищем, значит, картинки к ним, да? Ищем картинки. Давайте возьмем не какие-то абстрактные, а все же вот реальные, да, Digital Studio. Вот тут, например, какие-то иллюстрации, можем реальные фото взять. Для этого у нас, мы знаем, есть у нас сайт Inspire. И тут мы помним, что там можно прям искать по категориям. Допустим, нам нужны агентства и консалтинг. Там и ищем. Так, допустим, вот Digital Studio, вот эта студия, вот, например, студия, да, и прям там и берем картинки. Чтобы было проще, в меню прям ищем, чтобы их работы были в... Ну, могло было бы быть лучше. Следующий сайт посмотрим.
вот работы, да? Вот давайте его и возьмем. Вы можете просто скрин делать, допустим, да, если оно какое-то видео. А, так. Я делаю скрин горячей клавишей. В Windows, по-моему, оно по-другому. У меня Shift Command 4, если у вас Mac. Shift Command 4, оно выбирает вам как бы любую область, да? Shift Command 3 сразу делает весь экран. Shift Command 5 вы вот таким образом просто делаете. А в Windows там другие горячие клавиши. Вы можете их еще и настроить по там, в настройках зайдете в скрин экрана, и там, по-моему, выйдет какая горячая клавиша. Либо в Google поищите в Windows скрин экрана горячие клавиши. Таким образом вы найдете. Так, давайте следующий поищем. Бруно. Проекты. Вот, допустим. Если вы там не делаете скрин экрана, вы можете открыть его в новой вкладке, открыть, да, изображение. Тут уже как там его лучше, да, качество, и можете тут, например, скачать его, сохранить изображение. Таким образом тоже можно, даже иногда лучше, если маленькая, да. Ну, так как у нас такой быстрый, да, дизайн, мы таким образом можем сделать скрины. Вот, допустим, веселую девушку возьмем. Заметили, я беру такие спокойные картинки, а потом такие, где много объектов, чтобы потом их чередовать. Принцип контраста не забываем. Вот это тоже возьмем. Так, теперь просто перетаскиваем сюда наши картинки. Они у меня в рабочем столе сохранились. Пусть у нас будет вот это вот второе, хочу сделать. Помните, да, вы выделяете так, картинку, потом вот здесь вот картинку, потом создать отправочную маску. Так, куда она ушла? Сейчас, секунду, я вспомню. Так, куда она уходит? Так.
Возможно, должно быть снизу. Так, это значит у нас первый прямоугольник. Значит, мы его просто перетаскиваем в самый вниз и делаем создать обтравочную маску. Угу. Нет. Photoshop, конечно, в этом плане. Так, сейчас. Ага, вот здесь, секунду. Видите, оно как-то рандомно выбирает, оказывается, прямоугольники. То есть мы его перенесли вот сюда, а он выбрал этот прямоугольник. То есть, да, вот где он, смотрите, картинка, да, и прямоугольник, который под ним, он его и выбирает. И сейчас мы просто прямоугольник перетащим в нужное место, а потом объединим эти слои. Побольше сделаем. Окей. У нас вот этот прямоугольник немного сдвинулся, мы его поправим. И смотрите, допустим, вот я взяла сейчас картинку следующую, да, вот эту вот. Мы должны найти тот прямоугольник, вот этот вот, так, вот внизу который, да, вот он. И картинку, которую мы перенесли, мы должны наверх, поверх этого прямоугольника сделать, вот он, проверить еще раз, стоит ли он там, да. И теперь эту картинку мы правой кнопкой нажимаем мыши и создать обтравочную маску. И он именно к этому прямоугольнику, как там его, соединит. Если у вас в случае, когда, например, картинка маленькая, чем прямоугольник, Ctrl-T нажимаете, английское T, и просто увеличиваете. Зажимаете Shift, да, помните, чтобы пропорционально, и увеличиваете. Так. А потом, когда мы закончим, мы их объединим. То есть, вот, допустим, вот мы, например, эту картинку закончили. Выбираете картинку, выбираете прямоугольник, который относится, и правой кнопкой делаете «Объединить». Все, у вас, допустим, переименовываете как второй, да, просто, чтобы потом не перепутать их. Так, и, допустим, вот эту тоже выбираете и объединить. Это у нас раз, два, три, четвертый. Я сейчас урок веду. Да. Вот, это четвертый. Потом выбираем следующие. Допустим, вот у нас есть тут однотонный фон. У нас есть вот, допустим, картинка с объектом, да, такая непонятная. И после него давайте однотонную вот сделаем. Теперь находим этот прямоугольник. Ага, снимок экрана туда. И обтравливаем. Все, перетаскиваем его. Видим, что нам меньше. Command-T, либо Ctrl-T увеличиваем. Перемещаем в середину. Окей. Сразу объединяем. Третья у нас это.
Так, для первого тоже какой-нибудь возьмем вот эту девушку, либо вот это вот возьмем. Находим прямоугольник, перетаскиваем картинку поверх прямоугольника, создаем отправочную маску, перетаскиваем картинку, Command-T увеличиваем чуть-чуть по ширине. Объединяем. Ой, так, стоп. Другое нажала. Объединяем. Это у нас первое. Так, давайте добьем, да? Видите, у нас какая тут ситуация произошла, что вот, например, овал, он не полностью влез в наш прямоугольник, поэтому мы можем следующим образом делать. Уменьшаем его, а вот недостающиеся вот по бокам цвета мы просто вот прямоугольник красим тем же цветом. Как можно покрасить так? Выбираете вот заливку вот здесь, да, и вот пипетка, вы просто сюда вот выделяете область, которую вам хочется покрасить, нажимаете ОК, и он покрасил именно этот прямоугольник. И так, попробуем объединить, если не получится, то да, объединили. Так, это будет у нас 5-е. И последнюю какую-нибудь, вот эту вот. Видите, у нас направляющие мы, кажется, не закрепили их. Просмотр, закрепить направляющие, чтобы они нам не мешали. У нас последние. Так, создать травочную маску. Перемещаем его и объединяем. Это у нас 6-я. Смотрите, чтобы теперь нам не перепутать, как там его все удаляете. Показать. Вот у нас галерея, да? Чтобы у нас был порядок, да, в макетах, это и потом нужно плюс для разработчика. Мы вот выделяем вот эту вот область и группируем. Делаете его либо с правой кнопкой мыши группа из слоев, называете, например, 2-й, да, блок, либо можете, например, выбрать остальные слои именно в слоях и Ctrl-G, вот группа. Это у нас 1-й блок. И у нас будет порядок именно в слоях. Значит, у нас готов 1-й блок и 2-й блок. Теперь что мы сделаем? Сделаем, давайте, команду, да? Именно. Кто работает, да, в этой Digital студии? Чтобы не плодить стили, мы тот же шрифт копируем, Shift и Alt. Теперь вы видите подсказку, да, 120 пикселей? Он вам подсказывает, что первый раз у вас между блоками было 120, хотите ли вы второе расстояние сделать таким же 120? Да, вы соглашаетесь, просто все отпускаете, и вот все, у вас вот тут 120 пикселей и тут 120 пикселей. При такой работе, когда вы везде, да, одинаковые делаете расстояние,
У вас будет такой порядок. Возможно, вы не сразу заметите, но вот это будет понятно будет. Так, теперь там называем этот блок наша команда. Окей. Чтобы везде был одинаковый, как там его, заимствование именно блоков, да, туда тоже добавляем основной текст. И тут я, вот, например, смотрю, и мне не нравится, что расстояние очень большое. Хочется его чуть-чуть поменьше сделать между заголовком и основным текстом. Так, для этого мы выбираем вот эту вот область. Так, и чуть-чуть уменьшаем. Допустим, вот тут вот 1 пиксель, ой, 0, да? Раз, два, 24. Давайте сделаем. Раз, два, три, 4. Теперь между заголовком и текстом 24. Теперь мне нравится. Чуть-чуть можно вот так, 24. И, соответственно, у нас тут немного изменилось, да? Поэтому делаем, перемещаем. И вот он опять нам подсказывает, что тут 120 пикселей. Окей. Везде должно быть все четко, потому что четкость, да, и в дизайне, да, допустим, вот вы даже музыку слушаете, а музыка, если такая хаотичная, она некрасивая получается. Есть музыка, например, на пианино, да, на фортепиано, есть какой-то цикл, есть какая-то периодичность, и эти музыки, они порой, как там его, популярные, легендарные. Порядок и четкость должна быть везде. Теперь мы просто копируем этот. Опять-таки он вам подсказывает, что у вас там 21 пиксель, ну, плюс-минус, да, погрешность. Мы думали, что 24. Так, и какой-нибудь текст напишем. Так, команда. Интересно, тут есть команда? Давайте вот это возьмем. И Command-V. Все отлично. Так, и давайте что-нибудь такое придумаем. Как можно задизайнить именно блок команды, да? Вот тут, например. Давайте вот так сделаем. Возьмем кружочек, эллипс. Эллипс, когда вы просто рисуете, ничего не зажимая, оно нарисует вам овал. Чтобы вам рисовать ровный круг, вы зажимаете Shift и рисуете ровный круг. Давайте будет тут аватарка какая-нибудь. Обводку убираем. Вот он стоит ровно, да? Находим человека, либо девушку. Это можно искать в Unsplash. Допустим, people. Давайте возьмем вот этого парня. Не будем долго искать. Перетаскиваем.
Видим, что она огромный. Зажимаем Shift и пропорционально уменьшаем. Сейчас мы создадим отправочную маску. Как мы уже теперь умеем, да? Правильно. Чуть увеличиваем. Смотрим. Так, где у нас круг? Ну, внутри этой группы. Смотрите, у нас круг зашел в эту группу, во второй блок. Это нам не нужно, поэтому вы берете просто, перетаскиваете наверх, чтобы выйти из этого группы, да? Вот вы перетащили, теперь оно сверху, да, эллипс снизу, картинку отправляете и просто перетаскиваете. Ставить, чтобы и по центру, да, было, у нас не должно быть вот так, либо вот так, да. Так, теперь есть у нас человек, к нему должно быть, соответственно, должность, либо фамилия, да. Сначала пускай будет фамилия, для этого мы берем, мы вот смотрим, да, есть ли у нас текстовый стиль для фамилии. Смотрим, вот, допустим, заголовок у нас большой будет, основной текст маленький, оно для должности, да, больше подходит. И вы, если вы не находите, вы вот только в этом случае создаете новый стиль. Но если у вас такой стиль уже существует, вы берете те же стили, потому что минимум стилей должно быть. Допустим, его зовут Александр. Александр Иванов. Что это? Теперь видим, что оно маленькое, да, нам нужно, кажется, нам нужен болт пожирнее, чуть больше, допустим, 24, и все. И тут уменьшаем. Ставим ровно посередине, с красной линией подсказывают, да. Если они не подсказывают, то вы выделяете этот. Мы не объединили, давайте объединим. И напишем аватарка, да. Выбираете два. Вот это тоже зашла в группу, вот тоже, чтобы вышел из группы. Так, чтобы нам эти два блока не мешали, давайте их в замок закрепим. Вот, первый и второй, пускай в замке будут. Теперь выбираете два объекта и выравниваете касательно друг друга, да? Вот, у нас тут стоит, выбрали два объекта, выравниваем, и оно ровно. Теперь оно ровно чуть-чуть правее стало, чтобы этого не допустить. У нас вот, например, хотим текст выделить, да, касательно фона. Выбираете, и все. Так, Александр Иванов у нас пускай будет, кем он будет, дизайнером пускай будет. Мы видим, что у нас уже есть стиль для основного текста. Просто выбираем его и перетаскиваем альтом. Так, мы его в замок. Так, у нас основной текст тоже ушел во второй блок. Давайте все, вот наша команда, и создаем отзывчивый, тоже перетащим из группы. Почему-то зашло туда. Все, теперь в замок можно. Теперь выбираете именно основной текст и копируете сюда. У нас везде должно быть одинаковое расстояние. Если там 21, вот тут не 21, давайте 20 везде сделаем. Раз. Вот 20.
между заголовком и основным текстом расстояние 20, и, соответственно, везде должно быть так. Давайте напишем веб-дизайнер. Выделяем фон, выделяем текст, выравниваем касательно холста. Ага, теперь что-то, кажется, нам не хватает, да? Мы дали ему фамилию, веб-дизайнер, ну давайте еще какой-нибудь текст напишем, чтобы было поинтереснее. Тогда так. Либо можно написать, да? Что можно написать? Все, смотрите по смыслу. Если по смыслу подходит, то, в принципе, хорошо. Теперь он же не один, да, работает. Давайте сделаем другие аватарки. Делаем, значит, мы нарисуем чуть поменьше. Сейчас поймете, почему. Чуть-чуть поменьше. Вот, убираем. Перемещение выбираем, чтобы перемещать его. Теперь красная линия подсказывает, что вы по центру стоите. Угу. Нам нужны направляющие сейчас. Нажала я, значит, Command, как его, Alt и Shift, чтобы скопировать. Так, и давайте еще какие-нибудь аватарки выберем. Можем тут, да, взять. Девушку возьмем. Можем, вы делаете в проектах открыть изображение новой вкладки и там скачиваете уже большую версию. Так как я как бы быстро, да, делаю, я просто заскриню. А когда делаете скрин из маленькой, качество, конечно, хуже, поэтому выбирайте в новой вкладке Валера. Возьму. Так, картинку немного уменьшаем, что немного посвободнее, да, делаем. Объединяем. Аватарка 2. Теперь следующую. Ctrl-T, чтобы изменить размер. Объединяем. Аватарка 3. Все. Теперь смотрите, чтобы как там его сделать поинтереснее, мы делаем следующим образом. Вот эти вот аватарки мы уменьшаем непрозрачность. Вот тут есть непрозрачность. Это вот так вот 50, пускай будет, да? И рисуем сейчас стрелки. Берем круг. Мы помним, что у нас уже есть стрелка.
На первом экране, помните, у нас была стрелка? Берем Command-C и вот сюда вот сейчас ставим сверху Command-V. Чтобы поменять ему, мы его крутим на 90 градусов. Ставим, чтобы он был сверху. И окей. Так, сейчас увеличиваем эллипс. Ctrl-T или Command-T. Смотрим. Чуть уменьшим. Теперь выбираете эти два слоя и выравниваете по центру. Иногда, смотрите, иногда визуально как бы вы выровняли, да, вот треугольник тут стоял, и вы выровняли по центру. Из-за того, что, например, треугольник, он отсюда большой, здесь маленький, как визуально кажется, что мы не выровняли, да, но он стоит по центру. Для таких случаев делайте исключение и ставите, как вам видно, да, что вот по центру теперь он стоит. Так, меняем цвет. Меняем цвет на, пускай будет он черный и белый. Этот удаляем, вот эту вот мы группируем. Это будет стрелка 1. Теперь просто берем эту группу и Alt и Shift. И теперь смотрите, чтобы его правой кнопкой мыши, Ctrl-T, правой кнопкой мыши и отразить по горизонтали. И мы его ставим вот сюда. Видите, да, линии подсказывают, что я стою по центру, и слева вот край, оно не выходит за колонки наши, да? Все. И тут у нас будет такая мини-анимация, ну, не анимация, вот мы будем двигать стрелками, придет следующий, как там его, работает, да, его коллега, да, и у него будет своя должность, там у него Иван Петров, там, программист, да, так далее, так далее. Все, у нас теперь есть третий блок. Давайте мы выделим все блоки, сгруппируем. Command-G, либо Ctrl-G. Так, стоп. Вот эти все блоки. Command-G. И это у нас третий блок. Итого у нас есть первый, второй, третий блок. И у нас порядок в слоях, да? И вот что у нас получилось. Следующим, например, разделом, да, может быть какой-то там наш Инстаграм, либо наш блог, да, читайте там новости наши, следующим может быть футер. Вот, то есть сегодняшнее по третьей практике, да, ваше задание сделать, те, кто не делал, да, портфолио с работами, те, кто уже делал, возможно, есть ошибки по расстояниям, да, именно между блоками 120, да, вот тут, например, 20, тут 40, и, соответственно, везде должно быть так. Поправьте, пожалуйста, свои расстояния. Может быть, вы не делали команду, можете сделать команду. Команду, конечно же, можно сделать по другими, да, способами. Можно, допустим, взять, допустим, там какой-нибудь прямоугольник, туда написать, ну, или там, вот, допустим, вот так можно сделать. По-разному можно делать. Так.
Давайте теперь, сейчас у нас немного времени осталось, пройдемся по вопросам. И я, возможно, еще покажу вам, как вырезать картинку от фона. Показать вам картинку, как вырезать? Или вопросы есть? Как сохранить файл в Photoshop? Смотрите, у вас, например, есть такой макет уже, да? Вы, чтобы его экспортировать в PNG, делаете экспорт, быстрый экспорт PNG. У вас будет картинка на выходе. А чтобы вы сохранили именно вот в Photoshop, вот я сейчас сохраню как раз, чтобы потом, да, продолжить. Просто, как обычно, как любой другой файл, сохранить, как делаете. Там просто выбираете как бы папку, которую вы хотите сохранить, и все, сохранить. Так, а мы можем работать одним Adobe Photoshop, мне Figma тоже нужно. Запись будет, смотрите, Photoshop вы можете, конечно, работать, но я не знаю, насколько это будет удобно, потому что Figma, она гораздо быстрее и лучше, чем работать в Photoshop. Мы сейчас первое задание делаем, чтобы вы знали именно интерфейс, да, ознакомились, потом он просто в работе пригодится, а так не вижу необходимости работать в Photoshop, он очень медленный, и сейчас никто не работает в нем. А в Figma она гораздо, конечно, лучше. Следующих этих мы уже, наверное, начнем, продолжим именно в Figma. Давайте я тогда покажу вам. Это давайте выйдем. Допустим, у нас есть, скачаем сейчас какую-нибудь картинку. Девушка с кудрявыми волосами. И на ее примере я сейчас покажу. Чтобы искать хорошие, там его большие, мы делаем просто большой размер. Возьмем какую-нибудь девушку или девочку. Вот, допустим. Да, возьмем, давайте ее. Откроем, чтобы было хорошее качество. И сохраним. Теперь эту девушку откроем в фотошопе. И смотрите, допустим, для вашего проекта нужна девушка такая, и у вас фон другого цвета, допустим, красного, да, и чтобы вы могли ее ставить на любой фон, вы должны его вырезать отдельно от фона, чтобы вот фон отделился, да. Что вы для этого делаете? Смотрите, открыли, значит, картинку, и начинаем следующую процедуру. Значит, вот в слоях, мы убрали замок, да, в слоях открываете новый слой, он внизу вот. Создать новый слой называется. Создали. Я рекомендую написать в блокноте шаги, либо потом посмотрите запись, тоже напишите в блокнот, потому что вот этот способ, он вам потом будет пригождаться, и, ну, чтобы каждый раз, да, видео не смотреть, у вас будет уже инструкция. Затем переходите на каналы, и вот между красным, зеленым, синим ищите самый контрастный. То есть задача сделать объект темным, а фон белым. Вот ищите такой
кажется, вот синий, да, подходит. Теперь создаете копию синего канала. Вы можете нажать Alt, нажали Alt и перетаскиваете вот сюда, создать новый, да? Либо можете как? Либо можете как там его, правой кнопкой мыши создать дубликат канала. Окей. Теперь вот копия канала у вас создана. Теперь нажимаете Ctrl-L, либо Command-L, если у вас Mac. Command-L нажали, у вас выйдут такие 3 ползунка. Двигайте этими ползунками, чтобы сделать объект черным, а фон белым максимально, да? Вот. Просто экспериментируйте, двигаете. Окей. Сделали. Теперь нажимаете как там его, Ctrl, либо Command, да? И нажимаете вот на изображение. Command и на изображение. Теперь возвращайтесь в слои и выбираете слой 0. Дальше вы нажимаете на маску. Вот тут есть маска. Добавить слой маску. Нажимаете на него. Такая вот страшная тетенька. Сейчас еще страшнее будет. И так, нажали на Alt и нажимаете, знаете, Command-I, либо Ctrl-I, большая I, английская. Вы нажали на Command-I. Теперь перетаскиваете вот этот вот слой пустой. Помните, мы создали самый вниз. И заливаете любым цветом, чтобы потом смотреть, как закрашивается. Вот таким, допустим, да. Теперь переходим на маску. Нажимаете Alt и изображение. Так. Так, секунду. Так. Что-то пошло не так. Почему-то у нас объект не заработал. Так, давайте... Так, мы создали... Давайте заново, почему-то у меня слетело все. Создали новый слой, перешли на каналы, да? Вспомним быстренько. Выбрали самый контрастный синий, сделали для него копию. Затем мы нажали Ctrl-L, выбрали самый темный. Окей. Так, потом мы нажали на Ctrl и нажали на изображение. Теперь возвращаемся в слои. Так, выбираем слой 0. И нажимаем на маску. Теперь Alt нажимаем на маску изображения и нажимаем Command-I. Вот, такое должно было быть у нас. Почему-то в тот раз у нас не заработал. Command-I нажали, на этом мы остановились, да? Теперь вот этот вот слой переносим вниз. Заливаем цветом вот этим вот, чтобы потом видеть, как у нас изменилась картинка. Теперь вот переходим на маску изображения. Нажимаете Alt и нажимаете вот на маску изображения. Вот такая вот картинка. Теперь
Вы в инструментах выбираете осветлитель. Вот есть затемнитель, если вы правой кнопкой нажмете, выйдет осветлитель. А вы вот где подсветка делаете подсветку, экспонирование делаете 60%, и в светлые участки просто выбеливаете. Он автоматом уже видит светлые участки и сам осветляет участки эти. Так, если вы видите вот в середине такие черные точки, можете выбрать кисть, выбрать белый цвет, увеличиваете кисть и закрашиваете. Все, белые участки мы сделали. Теперь в этом же инструменте правой кнопкой выбираете затемнитель, выбираете где-то 50%, а тут должно быть тени. И все темные участки еще раз проходитесь. Все. Теперь, если все хорошо уже, да, готово, мы возвращаемся вот на это изображение и смотрим. Обрезалась ли, да, наша картинка. Вот можем выключить. Видите, у нас уже обрезалась картинка. Нету синего, да, фона. И смотрим, например, у нас, например, будет на синем, на красном фоне, подойдет ли такое. Если вы видите, что где-то, да, у нее был раньше синий, да, был фон, где-то у вас остались синий фон, вы делаете следующее. Создаете пустой слой. Вот создали пустой слой, и между пустым слоем и между картинкой нажимаете Alt и кликаете. Вот клик, переходите вот на изображение, выбираете инструмент штамп и закрашиваете вот эти синие участки. Почему мы создали маску? Потому что сейчас за пределы волосами он не выйдет. Нажимаете Alt и выбираете участок, которым хотите закрасить. Например, вот этим вот цветом хочу вот тут вот. Видите, я вот тут крашу, он не красит, потому что мы создали маску. Вот, выбираете этот цвет и красите волосы, чтобы вот синего оттенка, да, не осталось. Почему я нажимаю Alt и выбираю область? Чтобы вот этим цветом тут покрасить. Допустим, я, например, возьму вот этот вот Alt, нажму вот сюда, и он покрасит таким цветом. Нам это надо, не надо. Мы красим цветом волос. И вот таким образом последние штрихи. Вот тут тоже. Так. И в таких местах маленьких вы уменьшаете кисть. Кисть можно уменьшить вот тут, либо квадратной скобкой маленькой. Ой, ой, ой. Вот синие участки немного убираем. Это способ, знаете, самый быстрый способ, именно если у вас такие мелкие объекты, да, волосы. Конечно, там, например, если бы у вас там был какой-нибудь объект, там машина, да, или дом, от фона вырезать его легко. Вы просто вот выбираете на инструмент перо и просто вот рисуете, да, вот так рисуете, потом просто удаляете, да, и у вас вырезается. Но когда у вас объект вот с такими кучерявыми волосами, да, вы должны каждый объект обрезать. И этот прием, он самый такой удобный и быстрый. Вот, теперь можно вот заливку выбрать, да, и этот фон красить любым цветом, и она у нас теперь может на любой фон, можем на любой фон ставить. Такие вот дела.
Так, какие у вас вопросы там есть? Все. Может быть, есть вопросы, ребят. Вот этот способ, да, видео, надеюсь, я, ну, как объяснила, да, я вам говорила, там горячие клавиши, да, Command-I, Command-L, вот сюда нажимаете. Вот его прям по инструкциям, первый шаг, второй шаг запишите себе в блокнот, а потом вам понадобится это. И вторые, третьи блоки по дизайну тоже рисуйте. Мы, наверное, уже будем закругляться с фотошопом. Будем дорисовывать, да, до футера. И уже не терпится вам проходить фигму. В фигме у нас будет основная работа. Вот. Так, давайте немного посмотрим ваши домашки. Так. Так, Атыр Кубановна. Атыр Кубановна, у вас тематика, да, интересная. Вот даже эту тематику, да, вот кыргызский носу, посмотрите второй урок, и мы прям там расписывали, да, где должна быть логотип, да, где вот эти вот меню должны быть. Делайте поначалу вот по нашему уроку композицию, следите за композицией, у вас уже получится крутая работа. Не придумывайте с нуля, так, ну, вот Асия Джанабекова тоже. Внутри вот этот вот плакат, он хороший, допустим, да, но вот сюда надо доработать. У нас в кинотеатре это, возможно, афиша, да, вот тут, например, или это сайт. Для сайта вот недостаточно, да, мне не хватает, допустим, кнопок, как будто это афиша на улице, да, висит. Вот. Для сайта есть у него атрибуты, да, вот следите за этими атрибутами, добавляйте. И вот, ребят, много было вопросов, допустим, я не понимаю, там, не могу начать рисовать. Возможно, вы еще не смотрели уроки, просто немного потрудитесь посмотреть, а потом начните, потом у вас все получится. Вот, допустим, Денис, видно, что он смотрел, потому что вот хай-тек мы рисовали в фильме, да, вот уже, да, лучше, уже похоже на сайт. Но вот тут, например, поехал шрифт, нужно его выровнять по левому краю, бургер уменьшить, но вот тут надо думать, зачем нам бургер тут, если мы меню вытащили, да, уже, что там будет. Если он будет, ну, можно уменьшить немного. И смотрите, надо по картинкам тоже, да, по смыслу подбирать. У вас разрабатываем программное обеспечение, но при чем тут девушка? Тоже непонятно. Это похоже на салон красоты, да, с первого взгляда. Тоже картинку надо подбирать со смыслом. Она идеально подошла по композиции, у нее левая сторона свободная, да, но не подошла по смыслу. Дизайн это в первую очередь должно быть смысловым. Тут непонятно что. Возможно, это прототип, да, но тоже не это. Так, картинки сочные, красиво, но давайте откроем оригинал. Смотрите, вы же не будете отдавать клиенту вот такие картинки. У вас видите Adobe Stock. Это называется не картинка, это черновик картинки. Его дизайнеры делают, чтобы
прежде чем купить это платные картинки, да, поставить на свой проект и посмотреть, подходит это или нет, просто черновик. А потом, если он подходит, он покупает эту картинку. Я вам кидала бесплатные картинки, да, вот в Unsplash, если вы напишите food, у вас выйдет куча вкусных картинок, и не таких банальных, да, они выйдут такие, ну вот в жизни мы видим такие вот еду, да, оно будет даже красивее, чем некоторые платные картинки. Это тоже красиво, но вы должны их покупать. Ну, зачем вам это платное, зачем вам? Если есть бесплатные, и в то же время красивые, да? И вот это вот Adobe Stock, он мешает, конечно. Так, и в целом, допустим, например, по композиционно, да, мы помним, что логотип должен быть, кнопки, вот, возможно, они, да, кнопки, но кнопок таких больших не может быть 4. Если это разделы, да, нужно вот менюшками, как мы во втором уроке делали, да, менюшками наверх поставить маленькими, они тоже, да, кликабельные, можно переходить по разделам. Сделать одну кнопку большую, допустим, заказать повара, да, вот эту вот картинку нам, например, сделать не слева, а справа сделать, а слева написать текст. Там заголовок будет «Повар на дому», дисклеймер такой, основной текст будет. Мы изготавливаем вкусные там блюда на дому, вот такой, да, и основной текст. И внизу кнопка, а сюда придумать какой-нибудь красивый логотип. И уже будет композиция, уже будет понятно, что это сайт. Вот, Adobe Stock надо убрать. А так картинки, конечно, вкусные. Ну, тут уже более-менее, да, похоже на сайт. Смотрите, есть логотип, есть картина, профиль, меню, да. Оно надо выравнивать. Смотрите, у вас, во-первых, макет, справа воздух, слева меньше. Надо выровнять, да, по центру картинка, чтобы была, например, поиск меню выровнять вот касательно края картинки. И все это должно быть по центру стоять. У вас вот тут справа больше, слева меньше. Вот тут композиция разрушилась, должна заголовок, а потом кнопку надо немного вот сюда. То есть либо она вот не по центру стоит картинки, либо она должна вот тут вот стоять. Так, как вы узнали, что картинки платные? Ну, потому что это уже... Давайте я вам покажу, как выглядят платные картинки. Есть множество сайтов, где Shutterstock, например, да, где все картинки платные. Допустим, вот эта вот картинка, казалось бы, обычная, да, и я сейчас выйду со своего аккаунта, потому что мы оплатили, да, вот я вышла со своего аккаунта, если, допустим, простой пользователь зайдет, если вы хотите его загрузить, вот, оно стоит $49 за одну картинку. То есть вы должны подписаться, оплатить аккаунт, потом покупать это. Допустим, в Гугле, если вы ищете бесплатно, то вы делаете попробовать. Вот, делаете попробовать. И смотрите, вот это вот Shutterstock название, это они специально размещают, чтобы вы не смогли его использовать бесплатно. Если хотите его без этих надписей, то, пожалуйста, покупайте. Вот такая вот политика у них. Так, прототип.
Ну, в прототипе дизайн не важно, да, мы обсуждали с вами. Прототип хороший. Мы должны главное понимать, да, где будет меню, где будет главное меню, картинки. Прототип отличный. Вот тут то же самое. Надо посмотреть уроки, композицию следить. Тут красиво, в том плане, что цвета, да, такие необычные, темные, на темном фоне белые шрифты. Но надо немного доработать, уменьшите логотип, уменьшите пункты меню. А, Касательно вот шрифт, почему у вас лестница, да? Ну, возможно, задумка такая, но вот эту вот девушку можно подвинуть налево немного. Вот этот вот текст делать по левому краю, все одинаково, и кнопка тоже туда по левому краю. А, Тут, я бы сказала, вполне хороший. Если вот надо просто посмотреть. Смотрите, кнопка у вас вот тут стоит, а текст немного поехал. Надо все по одной линии делать. Таблицу можно немного уменьшить, говорю, немного вниз опустить, чтобы он был на одном уровне с этим текстом. Вот такие висячие 1-2 буквы выбирайте на новую строку. Вот такие дырки не должны быть в тексте. Вот за этим тоже надо следить. Смотрите, что тут еще смущает, что текст у вас немного большой. Попробуйте сделать 20-м либо 18-м текстом. Вот тут хорошо, хорошо, и вот тут начались 90-е годы. Серый цвет, но придает старину дизайна. Попробуйте немного другие фон подобрать, либо, может быть, картинки какие-то. И вот воздух между, вот у вас текст и между вот картинками, между блоком, да, вот тут расстояние увеличьте. Оно сейчас, тут очень мало воздуха. Так, вот тут дырку тоже уберите. Серый цвет точно поменяйте, оно прям портит дизайн. А так, в принципе, да, имеет право на жизнь. Так, по ссылкам я, к сожалению, пока не перехожу. Лучше грузите сразу PNG, чтобы экономить время, да? У Нурджигита очень хорошие работы. Видно, что он разные уроки смотрит. Вот это можно немного в другое место, потому что не относится к этой работе, да? Можно отпустить еще вниз. Тут, видимо, было видео, вы, возможно, повторяли, да? Попробуйте свое что-то придумать. Если вы это по видео делали, да, по какому-то, попробуйте что-нибудь другое, новое придумать, поэкспериментировать, потому что, ну, ошибки тоже хорошо, на ошибках будете учиться. А, м, Во-первых, серый цвет можно поменять. Во-вторых, вот, например, меню уехало, да, за пределы картинки. Если у вас такая композиция, кнопку по тексту тоже выравнивайте, чтобы она была ровно по центру. В меню пишем не курсивными буквами, а обычными, гротеск. У вас, смотрите, разные текстовые стили, да, мы сегодня обсуждали, что чем меньше стилей, тем лучше. Вот один стиль, второй стиль, вот третий, да, тут, по-моему, четвертый, тут вообще другой, вот тут пятый, да. Чем меньше стилей, тем лучше. У вас все в разнобой все пошло. Футер надо доработать. Надо, если у вас композиция идет вот полностью, да, охватывает страницу, вот тут у вас пустое пространство, тоже надо полностью, чтобы
рисовался прямоугольник. Так. Так, да, Ранбеков, Кайратбек, у вас не хватает элемента интерфейса меню. Вы спрятали бургер, да? Может быть, логотип нужен будет вам. Кнопку добавьте. Принцип контраста соблюдайте. У вас тут очень много объектов. В принципе, да, отличная работа. По композициям мы все вспомнили, да, все сделали. Еще не хватает футера. Добавьте футер. Вот это мне очень понравилась работа. Ну, Джигита, если вы видите, напишите в чатике, вы его вырезали сами, вот эту вот птичку вырезали в фотошопе. Я еще заметила тень у него, тень тоже, да, к нему добавляли тень. Либо это было уже, вот, допустим, вот эта вот часть, или это было готово. Вот калибри можно выровнять вот по левому краю. Идея хорошая. Нужно, знаете, что поправить? Вот первый, второй, третий надо все одинаковые сделать. Они разные, четвертый, например, да, маленький, и расстояние между первым и вторым маленькое, между вторым и третьим большое. Должно быть везде одинаковое расстояние. Во-вторых, у вас разные стилевые тексты. Первый стиль, второй стиль, по-моему, третий стиль нужно уменьшить. Меню добавьте гротеск. Это у вас как его? Сериф, да? Сериф не надо, гротеск надо выбрать. Вот так. Вот Омир Баяне я бы слева сделала, потому что у вас композиция, она слева направо. Если у вас было бы, вот как у нас сегодня в работе, композиция посередине все, да, кнопки в середине, текст в середине, было бы уместно. А так сделайте по левому краю. Так, ребят, наверное, все. У меня сейчас через 2 минуты работа уже начинается. Отправляйте еще домашки. Я их на самом деле иногда смотрю. Иногда там пишут ребята, я тоже даю там мелкие правки. Когда у меня время появляется, я стараюсь написать новые, да, практики для вас. Вот. Продолжайте в том же духе, главное не сдаваться, главное делать, а опыт со временем придет, насмотренность придет. Вот, запись сохраним. Да, благодарю. Вам тоже спасибо, что уделяете, да, тоже время, потому что сейчас у нас у всех мало времени. Так, я сейчас сохраню. Установить.